Кто вот собирается сюда на Якутск ехать, вот смотрите, вот вам вот это предстоит. Вся вот эта дорога, вся эта 1100 там с чем-то было. Вот вся дорога в таком беспределе. Есть участки, есть хорошие, да, но их очень мало и вообще там это капля в море. Я говорю, они хорошие дороги-то не видывали, что ли, никогда. Есть же у них тут хорошие, да. Вся такая должна быть. Гребаная трасса 360. Надеюсь, что я больше никогда тебя не увижу. Что-то чем ближе к Якутску-то подъезжаем, что-то дорога-то хуже и хуже становится. Наоборот, вроде должно быть-то. Там животные тут, блин, обосрали всю дорогу. Выходит специально, что ли, на дорогу срать животные, да. Вся дорога в говне. Хоть бы увидеть одного животного, кто тут занимается этим делом. Может, тут в туалет, что ли, они приходят. Одни кучи. Как издеваются, блядь. Так ехать не могу. Ёлки-палки. 30-40. Дороги-то. Я говорю, животных-то тут хрен знает сколько. Не видно только, гляньте-ка. Одно говно лежит везде. И навалено прям так капитально. Я говорю, такое ощущение, что они сразу сюда уходят на дорогу специально. А их не видно. Они на ночью тут приходят. Вон, гляньте, кучи какие лежат. Это вон какие животные. Это домашние. Я думаю, это медведи какие-нибудь, а это вон идут, срут по дороге-то. Лошадки, которые гуляют сами по себе. И никто их не трогает тут. Медведи там никто не нападает, видите? Всю дорогу, блядь, обосрали, смотрите. Всю дорогу они обосрали, тут эти лошади. Вон они тут. Фига, коняшки мощные какие. Северные. Якутские скакуны. Что они тут за насыпи сделали? Все насыпи ввалились. Просто все. Дорога провалилась, насыпи ввалились. Че эти лошади, ему надо пиздюлей надо дать и заставить убрать это все говно по дороге-то. Они специально, что ли, идут. Посмотрите, они навалили везде. Вся дорога в говне. Я не знаю уже, сколько километров я еду. Хрена себе они там шли. У них недержание, что ли? Же надо столько навалить. Их там всего тут штук 7, наверное, 6. Обосрали вообще капитально, как будто табун какой-то прошел. Именно надо было на дороге насрать-то. Ну, видите, одни крузаки. Вот крузак новый прошел. Вот еще один идет. Одни крузаки. Опять, видите, скакали и Платон. Заплатите денежку. Вот за то, что скакал я, дороги нету ни хрена. Заплатите денежку. Вы бессовестные. Вы дороги сначала сделайте, а потом деньги-то хоть берите. Хрена себе, дороги не сделали, рамок здесь наставили. Блять, этой рамкой по башке-то бы стукнуть, блять, кому эта рамка-то принадлежит. Охренели, что ли, совсем? Смотрите-ка, дорога-то. Вот это я за что должен здесь платить, я вообще не понимаю. То, что я, блядь, эти 1000 километров 3 дня, что ли, ехал? По-нормальному, если ехать, вот, 3 дня от этих, тут 1200 километров, 1100 там с лишним. С трассы-то вот это. Хрена себе. Я 1000 километров за день проезжаю, а тут ехать невозможно. Смотрите-ка, дорога-то. А то Платон стоит. Вся дорога, блин, вот в этих знаках. Просто вся. Я не знаю, их, наверное, миллиарды здесь. Просто миллиарды вот за эти 1000-то с лишним километров.
Я вам на 100% говорю, через, конечно, 5 километров знак стоит. Даже меньше, наверное. Вот и посчитайте, сколько штук-то их здесь. Сейчас скоро увидим реку Лену. Подъезжаем, вот она справа у нас где-то тут течет, она уже так. Сейчас где-то будем. Увидим ее где-то. Последняя река. Подъезжаем. Все, меньше 100 километров осталось до Якутска. Вот эти коровы тут с этими с лошадьми, вон и коровы тут как гуляют. Это вот качеткацы какие-то. Не выговоришь, блин. Это вот с этой деревни тут скотина-то гуляет по дороге-то. У них в деревне дорога-то 2,1 километр. Вот видите, дорога какая. Вот там озеро у них, все дела. Вон они гуляют, сами себе предоставлены тоже. Вон коровы-то. Цветом какие интересные они у них тут. У нас не такие. Вон они ходят, деревья обдирают. Вон их сколько тут. Ну, и тут дерут все, что можно. Все, что хотят. Молоко нагуливают. Тут знаки стоят. Внимание, 18 километров. Домашние животные гуляют по дороге. Он не стал вам показывать. Он валялся там, жеребенок. Сбили его, все. Птицы его клюют. Это уже вот я третьего вижу. Третьего жеребенка сбитого. В Бурятии видел 2 штук. И здесь вот один лежит. Аккуратнее надо быть. Здесь вон они тут бегают по дороге-то. Стадо-то ходит, никто не смотрит за ним, ни пастухов никого нету, сами ушли, сами пришли. Вот она, Лена. Едем на переправу. Ух ты, вот это река, вот это Лена. Вот это ширина. Хрена себе Лена. Представляете, какая Лена огромная. Вот это Лена. Сейчас нас на ту сторону повезут. Нам надо вон туда. Якутск с той стороны. Здесь Нижний Бестях называется. Тут только вплавь. Зимой по льду, наверное, а летом вплавь. Люди идут на паром. Вот он, Нижний Бестях, выезжаем. Все, вот паромные переправа. Плиты. Такого я еще нигде не видел. Первый раз я к парому какому-то подъезжаю. Посмотрим, что тут за паромы такие. Ага, вон он, паром-то стоит. Там Нижний Бестях. Это вот территория парома.
паромные переправы. Стоянка тут ночью полная она была. Вот видите как. Это вот территория паромной переправы. Отвечает здесь вот это паромные переправы. Посмотрите, что тут тоже творится. Я говорю, с мусором-то беда во всей России. Блин, здесь вот территорию-то они загадили тоже свою все. Везде каждый регион свою территорию. В туалет там вообще не зайдешь. Это я не знаю, что за будка вообще тут сделана. Там он водители-то монтажками уж там что-то пытались открыть ее, все пытаются посмотреть, что там находится. Кому-то интересно. Сейчас к Лене подойдем, видите, все. Приехал, переобулся, резину сбросил. И так все вот это в железо валяется везде, хрен знает сколько. За мусор-то вообще уже нам такие штрафы глобальные вводить. Только вот кто-нибудь бросил этот мусор и сразу прилетело ему 1100. Одному, второму, третьему. И перестанут сразу же бросать-то. Сейчас же элементарно все сделать. Есть фотоловушки. Камеры поставьте здесь. У вас вон тут провод на проводе. Никому ничего не надо. Сейчас еще 10 лет. И будем ходить здесь не по щебенке, а будем ходить здесь по мусору. Я говорю, все стихийно. Приехали, надо им тут земли. Взяли, выкопали, взяли. Уехали, бросили. Вот вам Лена. На таком же. Вот. Местные колымят. Людей с одной стороны берега на другой перевозят вот на таких лодочках. Я говорю, все тут стянуто. Весь бизнес между Нижним Бестяхом и Якутском стянут все вот на этой переправе. Все на ей деньги зарабатывают. Они хотели мост вон там где-то, что ли, построить. Да, вот тут где-то мост должен быть. Строительство. 10 лет они все пытаются начать его строить, но никто ничего даже не видно. Даже намека на это нету. Река, какое течение здесь. Как обмелела речка-то вообще. И там он остров посередине. И здесь вот, это вот остров, это не берег. За ним еще река, за этим островом там еще река. Представляете, какая коса. Это вот с той стороны, вот Якутск вдалеке. Вот там город Якутск. Приехал я туда 22 числа. И до 28 я там стоял. Ничего там нету. Туда можно привезти все, что хочешь, но оттуда везти вообще нечего. Вон, глядите как. Пошло какое. Течение как идет. Прям тут бурлит все. Суровая речка Лена. Очень суровая. Тут воды-то еще нету. Такие-то завихрения. А если бы воды тут хрен знает сколько было. Тут вообще, наверное, прыгнул и через 20 метров вынырнешь. Как не больше. Один мусор, видите, вот вдоль берега-то. Одни пакеты какие-то, тут эти биг-бэги валяются. Вот так весь берег загаженный. Ай, весь. Все, насрато везде. Мусор один. Все старинные, посмотрите, он все как засрано, железяки валяются, это вот алюминий лежит, смотрите, никому не надо ничего, берег-то как отошел, все, и сразу надо пакет мусорный туда, в эти щели, сразу мусором надо все заколотить, вот видите у них, это вот маяк у них ночью светит, посмотрите, видите как сделан, батарея, Бакен, сделано в России, вот единственное, что сделано в России, вот эта батарейка. Видите, это вот ночной маяк. Видите, как сделано? Батарейка-то как прикручена. На проволоке. Все на проволоке. Все на гвоздях и на проволоке. Я говорю, все по старинке. Никакого развития. Тут такой маяк должен стоять. Вон. Туда отправляются
Нас везут 40 минут отсюда плыть до того места, где выгрузят. А тут в 2 раза дольше. А тут 2 часа, по-моему, плывет против течения. Какие-то трубы тут из берега торчат. У нас бы поспиливали бы все эти трасса, все бы железо подчистую подсобрали. Блин, здесь никому не надо. Где железо стоит 3 копейки? Нахер оно кому нужно? У нас хоть 20 тысяч рублей тонна стоит. А здесь 7 тысяч рублей тонна стоит железо-то, чермета. Нахер оно тут нужно? Оно везде валяется, это железо. Бутылки эти, смотрите, сколько тут пиво пьют, кидают. Это ведь все загадили. Все загадили, гады. Гады все загадили. Вот это переправа. Вот она. Вот они здесь и занимаются. Зарабатывание денег. Если мост поставить, сразу весь бизнес у них вот этот рухнет. Все эти паромы нахрен не нужны будут никому. Да они резину тянут. Зачем им этот мост нужен, когда вот можно тут с людей-то деньги стричь? По мосту-то бесплатно бы все бы ездили. А вот Якутия. Ничего так размахнулась, да? Чем известна? Известна своими размерами и своими морозами. И в том, и в другом она рекордсмен. Это самая большая административно-территориальная единица в мире. Не путать со странами. Ну а будь она отдельной страной, то занимала бы 8-е место в мире. Это значит, что она опережала бы такие страны, как Аргентина, Казахстан, Беларусь, Кот-д'Ивуар, Гондурас и даже Сомали. Якутия занимает 17% от площади России. То есть Россия на 17% это Якутия. И для того, чтобы окончательно решить вопрос с доступностью региона, необходим как минимум один несчастный мост через Лену. Проект этого моста висит в воздухе уже не одно десятилетие. Без этого моста, что новая трасса Лена, что железнодорожная магистраль, решают вопрос лишь наполовину. Потому что обе заканчиваются в Нижнем Бестяхе, на противоположном от Якутска берегу Лены. То есть привозимые по этим путям грузы в осенне-весенний период переправить в Якутск невозможно.